Яхшылыкка эреп китәм, бал авыз мин. Мактап сөйлим изге эшне, бал авыз мин. Ассаламу алейкум, исәнмесез, кадрле тамашачылар. Только что вы услышали строки стихотворения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, которые в очередной раз подтверждают сладкоречивость его народа. Ведь не зря татары говорят «Ауазына бал да май», что в переводе означает «твоими бы устами да мед пить». А древние обычаи угощать молодую невесту медом и маслом со словами «Күңелең май кебек йомшак булсын, телең бал кебек татлы булсын». Пусть душа твоя будет нежной, как масло, а речи сладкие, как мед. Существует и по сей день. Как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы будем говорить про сладости и про напитки, чтобы запивать эти сладости. В нашей программе такой татарский русский. Халва – сладкая масса из растертых сахаром орехов или семян. Советский тюрколог-лингвист Николай Константинович Дмитриев пишет, что в основе лежит арабское слово «халяуватун», откуда татарское «хальва», турецкое «хельва», азербайджанское «холва» и другие. Хальва настолько сладкая, что без чая никак. К слову, чай также вошел в русский язык через татар – чай. Русский и немецкий лингвист Макс Юлиус Фридрих Фасмер пишет, что чай из северно-китайского «чаа» распространился через ряд тюркских языков – татарский, турецкий, крымско-татарский, киргизский, алтайский, уйгурский и другие. Многие любят шутить, что татары на 80% состоят из чая. Кто первым это сказал, сами татары или нет, неясно. Но путешественники и исследователи издавна отмечают, что татары пьют чай часто и много, гораздо больше других народов Поволжья. Заваривают его очень горячим и крепким и обязательно добавляют молоко. Традиция добавлять в чай молоко и молочные продукты характерна для многих народов Востока, особенно кочевников. Эти ингредиенты в жизни татарского крестьянина занимали значительное место. Причем свежее молоко практически не употребляли, используя его только в переработанном виде – сливки, каймак и катык. Каймак и катык также являются исконно татарскими словами. Каймак – сметана, катык – густое кислое молоко, простокваша. Из татарских напитков еще издревле известны кумыс и айран. Кумыс происходит от татарского «кымыс» – напиток из квашеного кобыльего молока. Иван Иванович Агиенко ссылается на российского востоковеда-тюрколога Платона Михайловича Мелиоранского, который относит кумыс к древнейшим заимствованиям из тюркских языков еще до монгольского периода. Неудивительно, что это слово также встречается в казахском, ногайском, киргизском, азербайджанском, туркменском, якутском, уйгурском и других родственных языках. Айран на татарском звучит как айран. Владимир Иванович Даль дает следующее определение. Айран и арьян у всех татарских племен разболтанная в воде простокваша для питья. По сути, это тот же катык, разбавленный холодной водой. Николай Константинович Дмитриев отмечает, что слово это встречается в большинстве тюркских языков – чагатайском, куманском, киргизском, алтайском, хакасском, уйгурском, крымско-татарском, азербайджанском, турецком, казахском, башкирском, ногайском и узбекском. Ну и напоследок вернемся к нашим сладостям. Щербет – прохладительный напиток из фруктового сока с сахаром. Сахарный сироп. В русский язык попал через татарский «щербет», который, в свою очередь, заимствован с арабского «шарбат», от глагола «шарба», означающего «пить». Шарбат у арабов означает любой безалкогольный сладкий напиток, который бы в Европе назвали сиропом от однокоренного «шараб», который у арабов же означает любой алкогольный напиток. Сегодня щербетом называют не только сладкий напиток. Также щербет или щербет – это восточная сладость
и фруктово-ягодное мороженое сорбет. А медовый месяц у татар звучит как шербет ое. Ну что ж, на сегодня все. Это была программа «Такой татарский русский». Игътибарыгыз өчен рахмәт, сау булыгыз.